Дубай – это большие возможности. Моя специальность – это продвинутый архитектор по кибербезопасности. Казашки тут в Дубае ценятся как очень сильные женщины. Мы всегда должны думать на один шаг вперед, чем хакеры. В Дубае очень много нехватка софтвер-инженеров. Угрозы появляются чуть ли не каждый день. Я работаю 2 раза больше, потому что у хакеров нет границ. Они, естественно, говорят «Машаллах». В Казахстане, к сожалению, да, экспат, в основном экспат стоит выше, чем граждане Казахстана. Для меня Дубай – это большие возможности, это многокультурный город, это мусульманская страна. Это когда круглый год у тебя лето, всегда сияет солнце. И, конечно, это сейчас мой второй дом. Как относятся здесь к экспатам? То есть у меня на данный момент есть коллеги местные арабы. То есть арабы, они здесь именно в Дубае называют себя эмирати. То есть они сами выросли и учились с экспатами. То есть в Дубае сама по себе население местное, она очень маленькая, примерно 1,5 миллиона, наверное. И к экспатам очень доброжелательное отношение к этому, так как тут очень мультинациональная культура и все друг друга уважают. Тут больше чувствуешь себя как дома, я бы сказала. Какими трудностями встречаются экспаты по приезду в Дубай? Я бы сказала, это в зависимости, вы переезжаете с семьей или не с семьей. Я переехала с семьей, естественно, первая трудность – это адаптация детей. То есть дети, во-первых, это язык, тут язык обучения – это английский, и, во-вторых, естественно, адаптация к климату. Здесь очень жаркий климат, если вы переезжаете летом. Дети скучают по друзьям, пока примерно это занимает полгода, это адаптация к школе, это адаптация к, можно сказать, нахождению новых друзей. А насчет касательно взрослых, то я думаю, адаптация особо и много не занимает, потому что Дубай, она по культуре ближе к казахскому менталитету, я бы сказала. Что мне нравится, что мне не нравится? Мне нравится, во-первых, это безопасность. То есть тут я могу в 2 часа ночи идти и понимать, что со мной ничего не произойдет. Это безопасность. И, естественно, как мать 2 детей, когда дети у меня на улице, я понимаю, что они в безопасности играют сами по себе на улице. Что мне еще нравится, здесь очень чисто и очень много, для family-oriented, говорят же, очень много заведений для семейных людей. И в-третьих, так как это мусульманская страна, тут очень много, естественно, правил, которые должны соблюдать все, и которые устраивают, можно сказать, меня. Что мне не нравится тут, естественно, что здесь школы платные. То есть школа, здесь все они платные, и, во-вторых, жизнь очень-очень дорогая. То есть тут аренда, в целом еда, в целом образование, она очень дорогое удовольствие. Теперь, чем отличаются дубайцы от казахстанцев? То есть Дубай, вы же знаете, она развитый город, развитая инфраструктура. Тут они даже побили рекорд по количеству туристов. То есть в этом, наверное, отличается с казахстанцами. И я бы сказала насчет законов, то есть тут отношение к своим гражданам чуть-чуть немного по-другому. То есть всегда граждане этой страны находятся на первом месте в плане зарплаты, они будут всегда больше получать, чем экспат, да? В плане образования, например, они могут обязать международных компаний, например, которые приехали с Америки, и здесь международные компании, они могут их обязать, то есть чтобы их граждане, во-первых, нанимали их граждан, их обучали, отправляли на международные, например, тренинги, которые стоят минимум $10 000, это я пример веду, и также сертифицировать, то есть это их обязывает по контракту. В Казахстане, к сожалению, да, в основном экспат стоит выше, чем граждане Казахстана. Но это было мое видение, может, это сейчас по-другому. Моя специальность – это продвинутый архитектор по кибербезопасности, то есть Advanced Cyber Security Architect. То есть я работаю именно по
кибербезопасности именно в критической промышленности. Мы называем это critical infrastructure, мы называем это OT. OT – это связано с физическими процессами. То есть один день я сама живу возле работы, у меня есть 2 детей, то есть утром я просыпаюсь, отвожу детей в школу, и, естественно, я иду в свою лабораторию по кибербезопасности. Там у меня целый день мы делаем тестирование различных продуктов, сервисов, разработки. Также я встречаюсь со многими кастомерсами, обсуждаем различного рода фреймворки, стандарты, внедрения. И, естественно, я также провожу тренинги по кибербезопасности. И вечером, естественно, я прихожу в свою семью, с детьми мы проводим вечернее свое время. Когда приходят местные люди за помощью, как они реагируют, это очень хороший вопрос, так как моя сфера, то есть это именно кибербезопасность в АСУТП, то есть это она, мы говорим, это male, очень доминантная именно мужчинами, то есть только в этой сфере 10% являются женщинами. Именно в этой стране еще меньше. Получается, да, они очень, когда приходят, удивляются. Есть определенные правила, которые я должна соблюдать. То есть, например, мы не можем с мужчинами, то есть хендшейк делать, ну, который является нормальным поведением в западных странах. И, естественно, первое время от них относятся сомнительно, а потом, так как я консультирую их, также провожу тренинги, обучаю. После того, как они видят мой профайл, также мои знания, они, естественно, говорят «Машаллах». То есть, если они узнают, что у меня еще есть дети, они очень как бы гордятся, удивляются, естественно, говорят, они очень сильно удивлены. И после этого меняется сразу их мнение, я бы сказала, и подход к нам. Да. И, естественно, мое имя Салтанат, они говорят, ну, как бы, это корень, это султанат, и они прямо говорят, у тебя очень самое красивое имя. Женщиной быть в кибербезопасности, это немного, почему нас мало, да, сперва мне задают этот вопрос. Там есть особые причины, потому что эта специальность, она сама по себе тяжелая. Почему? Потому что угрозы появляются чуть ли не каждый день, технология меняется быстро, и мы всегда должны думать на один шаг вперед, чем хакеры. То есть это значит, что у тебя есть текущие задачи, и ты должен постоянно развиваться. Это когда? Это ночное время, потому что мы, женщины, пытаемся балансировать между семьей и между работой. Поэтому многие женщины не выдерживают и уходят. То есть моя специальность, это не значит, что я получила диплом, и все, я хорошо. Нет, у нас постоянно мы должны сертифицировать. То есть диплом, который я получила 3 года назад, оно уже недоступно. И, пользуясь случаем, я хочу сказать, что у нас в Казахстане есть Исака Астана Чаптер. Это нон-профит организация, это международная глобальная организация. Я являюсь его президентом. То есть главная миссия этой организации – это волонтерская. То есть я волонтерский президент этой ассоциации. То есть мы проводим вебинары, проводим всякого рода семинары именно по информационной безопасности, по кибербезопасности. То есть главная задача этого сообщества – мы хотим развить, вырасти, как сказать, врастить больше киберпрофессионалов в нашей области именно в Казахстане. Хоть я работаю в Дубае, я в Казахстане занимаюсь очень волонтерскими организациями. То есть мы говорим всегда, айтишник может быть местным айтишником или другие, да, HR, но кибербезопасность, он должен быть международным, потому что у хакеров нет границ. Поэтому наши специалисты должны быть сертифицированы на международном уровне. Поэтому у ИСАКа есть международные сертификаты, это ЦИС по аудиту, по кибербезопасности. И второе сообщество я создала женщины именно в кибербезопасности, Women in Cyber Security. И я создала буквально год назад, и в течение года мы проводили очень много семинаров. И сейчас очень, у меня success stories, как бы называется, у нас очень много девушек, которые выиграли международные гранты по кибербезопасности, получили новые сертификаты. Это чтобы именно поддержать друг друга эмоционально, также поделиться сколоршипами, то есть именно по нашей индустрии, также больше вдохновлять женщин, чтобы в этой области они развивались. Каково быть казашкой в Дубае? Очень хороший вопрос. То есть тут, я как сказала, это межкультурная страна, да, то есть они очень удивляются, то есть я сама являюсь матерью 2 детей, также женой, также я являюсь обладателем международных сертификатов и профессионалов, и в то же время я очень работаю усердно, то есть казашки тут в Дубае как ценятся как очень сильные женщины,
Также они могут в то же время быть и матерью, и быть хорошим специалистом в своей сфере, я бы сказала. 3 совета тот, кто хочет стать такой, как я. В первую очередь, сейчас именно доступно все и бесплатно. То есть это все то, что вы говорите, нужны деньги и так далее, это я все говорю excuse. В первую очередь надо развиваться. То есть есть международные сертификаты или же строить себе roadmap и развиваться, именно выбрать одну сферу именно кибербезопасности. То есть есть, например, облачные технологии, да, кибербезопасность, или есть моя сфера. То есть в первую очередь это надо сертифицироваться, это надо развиваться и скиллы развивать. Второе, я бы сказала, это надо участвовать и все время следить за новостями. То есть это threat intelligence называется, то есть следить, какие угрозы выходят, что происходит вообще, какие атаки происходят, эти атаки, какие методы используются. Например, сейчас ransomware, да, очень популярны. И третий совет я бы дала, это подписаться на LinkedIn или на Twitter, потому что там в основном сидят все профессионалы в моей области, коннектятся, не бояться спрашивать и найти ментора в этой области. Без ментора в этой области немножко тяжеловато, конечно же. Какие бы 3 вещи я бы забрала с Дубая в Казахстан? Естественно, я бы забрала бы в первую очередь, как они диверсифицировали свою экономику, то есть они не зависят сейчас от нефти и газа, то есть основной поток, тот основной доход от туристов. То есть я бы переняла бы эту стратегию у нас в Казахстане. У нас есть очень много красивых туристических мест, это вот Каспийское море, это Алматы, да. То же самое, вот я буквально на прошлой неделе, у меня местная Эмирате сказала, что ее родственники ездили в Казахстан и были удивлены, насколько красива природа и почему она не развита в туристическом смысле. Вот первое, я бы стратегию переняла бы, второе, я бы переняла бы отношение к своим гражданам. То есть как они внедряют в их образование и потом как, то есть студенты все, которые заканчивают тут университет, они в основном многих компаний обязывают трудоустраивать и также обучать, да, то есть я бы переняла бы эту стратегию. Третье, это, скорее всего, законы, да, насколько они сильные, как тут полиция работает, то есть настолько она здесь безопасна, что я понимаю, оставив сумку, что я найду безопасность бы, я бы переняла бы. Какие бы 3 совета дать людям, которые хотят попасть в Дубай? Ну, я бы сказала, это в зависимости, во-первых, в какой отрасли вы работаете, да, то есть если вы работаете в индустрии IT или кибербезопасности, как я работаю, на данный момент очень много открытых ресурсов, то есть через эти открытые ресурсы и плюс очень много международных сертификатов. Если вы будете обучаться, будете квалифицированы по этим международным сертификатам, это облегчит вам, я бы сказала, ваш скрининг при устройстве на работу. Во-вторых, это нетворкинг, потому что в Дубае, как в других странах мира, очень важно иметь связи. Связи имеется в виду профессионально, чтобы кто-то вас рекомендовал, например. Это будет хорошо. В-третьих, естественно, если вы работаете или в IT, в зависимости от вашей специальности, попытайтесь подключаться к международным сообществам. Есть и в Дубае сообщества, например. Подключайтесь к сообществам, участвуйте в конференциях, участвуйте в волонтерских, нон-профит, говорят, организациях. Таким образом вы наработаете связи и как бы намного легче будет устроиться на работу. И, естественно, есть в Казахстане компании, которые, вот как у меня, да, например, Honeywell меня релокацировал внутренне. Второй совет, я бы сказала, что есть очень много, вот я недавно встречалась с именно программистами, сейчас именно в Дубае очень много нехватка софтвер-инженеров, то есть эти программисты, они в форумах делятся, как решать задачи, то есть, например, то есть если вы это научитесь, это во время интервью проходите, как решать задачи, то вам будет также легче устроиться на работу. И в-третьих, естественно, как попасть в Дубай, естественно, приезжайте как турист, посмотрите, если вам это нравится, то есть у нас Казахстан с Дубая это безвизовый режим, да, месяц, то есть вы можете приехать как турист и посмотреть, и если вам понравится, можете сразу же найти работу, естественно, остаться. Какие бы 3 места я бы посоветовала для посещения в Дубае? Ну, для семейных я посоветую это Атлантис, это аквапарк, Бурдж-Халифа, естественно,
И третье, это, конечно же, вот для детей моих нравится, это парки Леголанд, Motion Gate парки, ну, то есть это для семейных. А для несемейных, естественно, это Бурдж-Халифа, это Джумейра-Бич, я бы сказала бы. И третий, это, естественно, сафари. Что такое счастье? У нас казахи говорят для женщин всегда, то есть на каждом день рождения мне желаю тебе женского счастья. То есть счастье для меня значит, это мои дети живы, здоровы, мы живем в мире и согласии, я занимаюсь любимой своей работой, и в то же время я успеваю быть хорошей и любящей мамой. Я жалею, знаете, что я, когда училась на бакалавриате, например, когда училась в школе, в high school, в 10-11 классе, не фокусировалась на главных задачах. То есть я жалею, что я очень много времени потратила впустую, в то же время, когда я могла бы выучить программирование. То есть сейчас конечно, я очень много чего знаю, но я понимаю, что я работаю 2 раза больше, чтобы догнать то, что я упустила, так, когда я сравниваю себя с западными своими коллегами. Какие 3 совета я бы дала бы 18-летний Салтанат? Я бы сказала бы в тот момент, в мире очень много международных стипендий, сразу туда подавай документы, учи английский. Вот. Это был бы первый совет. Второй совет я бы дала начинать искать уже стажировку, работать уже бесплатно именно в этой сфере, где ты хочешь уже. И начинать уже понимать, как работает весь вообще мир enterprise, да, мир корпораций, мир бизнеса, чтобы быть готовым после университета. В-третьих, я бы участвовала была бы больше волонтером. Сейчас я волонтер во многих организациях, так как я не была в тот момент. То есть участвовать в разных розах, Red Cross, я не знаю, очень много волонтерских организаций. Там я бы дала бы совет, что участвуй, Салтанат, будь волонтером и помогай людям. Большая благодарность, это, во-первых, это моя мама, моя папа, естественно, да. Если я начну 11 класс, это мой Конрава Пай по математике, который мне продвинула, чтобы я именно на техническую специальность пошла учиться, а не на бухгалтера. Вот. То есть потом, естественно, моей стране, которая мне дала возможность по Балашаку отучиться. Это огромный плюс. Естественно, все компании, где я работала, это биржа международная, биржа МФЦА, Самрук Казна, они мне все дали колоссальный опыт. Особенно биржа МФЦА мне дали очень большой опыт именно в сфере кибербезопасности и поддерживали меня. И, естественно, привет всем сообществам по кибербезопасности, именно Айсака Нур-Султан Астана Чаптер и Women in Cyber Security Казахстан. Вот. И зрителям хочу пожелать, что не зависит, где вы живете, какой вы паспорт имеете, Запад или это Казахстан. Сейчас происходит глобализация. Сейчас можно сидеть дома и работать. Тот же самый Microsoft, тот же самый Google, тот же самый Fortune 100 Companies, да? Вот. Поэтому все доступно, обучайтесь, всегда развивайтесь. Если вы будете развиваться, обучаться, вы будете нужны везде.